Ах, какой звездопад! Звезды сыплются с неба. Нас позвал стройотряд в край, в котором я не был. Этот фильм посвящается студентам Башкирского государственного педагогического института, которые провели самые яркие годы учебы в студенческих строительных отрядах, ставших для них лучшей школой и жизненным тренингом. Говорят, каждый делает все, что может, но каждый ли знает, на что он способен. Чтобы познать себя, молодые, задорные, полные сил, энтузиазма, романтики студенты выезжали на строительство объектов народного хозяйства республики и страны. В движении студенческих отрядов строительное направление было основным. Первый студенческий отряд «Юность» был создан в нашем институте в 1969 году. В 1971 году более 80 студентов физико-математического и филологического факультетов впервые выехали в Астраханскую область на уборку овощей и арбузов. Так родилась легендарная «Уралочка», которая пользовалась популярностью среди студентов. И было за что любить этот отряд. Ахтубинские фестивали, поездки на знаменитое соленое озеро Баскунчак, на Мамаев курган в город Волгоград. И где еще можно было поесть спелые, невероятно сладкие и сочные арбузы? Только в «Уралочке». Ни палящее солнце, ни высокие производственные нормы, трудные условия работы не останавливали девчат института. Каждая из них знала, как важен ее труд для всей страны. Село Удачное Астраханской области, совхоз «Шемяк», Раевский сахарный завод, биография девичьих сельхозотрядов. Такие солнца и мечты мы возим в рюкзаках по миру. Нас манят реки и мосты, нас помнят наши пассажиры. Маршруты бойцов студенческих отрядов-проводников протянулись по всей стране. Уфа-Ташкент, Уфа-Москва, Уфа-Белорецк, Новороссийск, Симферополь, Адлер. Задача проводников – подготовка вагонов к поездке, проверка документов, рассадка пассажиров, в пути сервисное обслуживание и уборка вагонов. Угостить свежим чаем, создать атмосферу уюта и комфорта, ответить на любой вопрос пассажира, а за окном увидеть бескрайние поля и леса, большие и малые реки, удивительную архитектуру городов. Станции, вокзалы, новые пассажиры, их манит романтика, и они не стоят на месте. Высшая награда для бойцов отряда проводников – улыбка, благодарность и хорошее настроение пассажиров в вагоне. В 1974 году в зональном ССО «Юность» создан первый интернациональный отряд «Товарищ», дислоцировавшийся в интерлагере «Красная гвоздика» в городе Нефтекамске. В 1975 году начался регулярный обмен строительными отрядами с педагогическим вузом-побратимом имени Крупской, город Галле, ГДР. Обмену отрядами предшествовало заключение договоров о сотрудничестве. Лучшие из лучших студентов, элита бойцов ССО, показавшие успехи в учебной, научной деятельности, в активной общественной работе становились бойцами интернациональных строительных отрядов. Слишком велика была ответственность представлять нашу республику и страну за рубежом. Неподдельный патриотизм во всем, побеждать в производительности труда, в объеме выполненных работ, в соревнованиях, конкурсах. Недельные объемы работ выполнялись за пару дней. Интеротряды неразрывно связаны с чувством локтя, командным духом. Ни в каких других отрядах так мощно не работал девиз «Один за всех и все за одного». Дружбе и взаимопониманию не мешало различие двух культур. Общение происходило на языке труда, а там много слов не нужно. В 1976 году наш институт стал инициатором строительства детских сказочных городков. Впервые студенты художественно-графического факультета построили детскую игровую площадку под руководством командира отряда Алексея Ковешникова. Традиции первого отряда были продолжены, и сказочные городки стали украшать города нашей республики и площади города Галле. Сколько здоровья, впечатлений и радости они подарили детям.
Изюминкой зональном ССО «Юность» стали педагогические отряды вожатых. В 1976 году впервые появился сводный педагогический отряд вожатых и воспитателей, который в течение студенческого лета успешно организовывали досуг детей в пионерских лагерях Башкирии. Работа в пионерских лагерях – это возможность обмена педагогическим опытом, стартовая площадка для профессионального роста. Именно в лагерях студенты на практике осуществляли свои педагогические идеи и методические разработки. Быть бойцом педагогического отряда – это ответственная круглосуточная работа, постановка концертов, проведение планерок, спортивные мероприятия и много детской необузданной энергии и фантазии. Для каждого вожатого работа в отряде с детьми – это дело жизни, и он готов посвятить себя ей, а взамен получить детский смех, улыбки и любовь. Только все будет помнить вожатый, каждую смену деля свое сердце. Он, разбивая его на кусочки, просто берет и отдает его детям. Впоследствии в ВУЗе был запущен проект «Десант вожатых». Студенты ехали в те районы республики, куда затем отправлялись на работу бойцы ССО. Так устроена наша жизнь. Более опытное поколение передает знания молодому. В 1977 году в институте был создан сводный педагогический отряд трудных подростков из неблагополучных семей, состоявших на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Командиры и комиссары, бойцы отрядов были неплохими педагогами. Подростки, порой просто неуправляемые, постепенно менялись на глазах. Вчерашняя шпана превращалась в надежных, проверенных бойцов. И не раз подростки повторно просились и выезжали вновь в отряды. Сколько было спасено детских жизней, сколько из них получили путевки в будущее, пройдя школу, перевоспитание и студенчество. В 1978 году был создан первый девичий строительный отряд «Гелиос». Он был первым не только в нашем институте, но и в республике. Впоследствии был создан еще один девичий строительный отряд «Надежда». Девчата не хуже парней справлялись с тяжелой физической работой. Вручную мешали бетон, таскали его на огромных носилках, лопатами выравнивали землю. Отряды девчат удивляли высокой производительностью труда руководителей строительных организаций. Она была не ниже производительности отрядов парней, а порой и выше. Откуда у хрупких девчат брались силы и выносливость? Ответ прост и понятен. Они были полны комсомольского задора, радости, романтики. Любая работа им была по плечу. Инициативу девичьих строительных отрядов подхватили другие вузы республики. Кроме производственных вопросов, студенческие строительные отряды вели огромную разностороннюю культурно-массовую работу. Политинформация о международном положении, слеты, фестивали, шефские концерты в сельских клубах и детских домах, День Нептуна, День смеха, конкурс «Мисс ССО», спортивные соревнования, субботники по уборке и установлению памятников ветеранам Великой Отечественной войны, безвозмездная уборка и заготовка кормов для ферм, безвозмездное перечисление заработка одного трудового дня детям детских домов, детям Никарагуа. Акция «Подари библиотеку сельской школе» – все это организовывал и осуществлял каждый студенческий отряд под руководством комиссара отряда. Мы каждый день чуть свет вставали, забыв про слово «лень», и лишь под вечер сознавали, каков был трудный день. Пора бы спать, но так манит лиловый звездопад, и у костра всю ночь сидит студенческий отряд. Пожалуй, самым ярким и незабываемым мероприятием культурно-массовой работы был Сабантуй, на который съезжались все отряды института. Проводились сабантуи в День строителя. Это было слияние традиций студенческих капустников, башкирских национальных сабантуев и содержание Дня строителя. Национальная борьба, лазение по шесту, бег в мешках, башкирские национальные песни, танцы, угощения, которые пекли сами бойцы отрядов для сабантуя. И, конечно, звучащий курай – все это очаровывало душу каждого бойца. В финале общая фотография на память.
Стоп мгновение. На лицах радость, счастье, восторг. Разве такое можно забыть? Строительные и интернациональные отряды, отряды проводников, вожатых, сельхозотряды ударно трудились на объектах народного хозяйства нашей республики и страны. Руководили, направляли и помогали в решении всех вопросов в движении студенческих строительных отрядов руководство института, партийная организация и комитет ВЛКСМ. Может, этот лозунг совершенно непонятен современной молодежи, но комсомольцы и ССОшники 80-х годов работали под девизом «Партия сказала надо», комсомол ответил «есть». Так возводились всесоюзная ударная стройка в городе Стрежевом, нефтекамский завод «Искош», автозавод «Нефаз», Раевский сахарный завод, завод «Автонормаль», мясомолочные и животноводческие комплексы, больницы, школы, сельские клубы, газопроводы, железная дорога Белорецк-Чишмы. Да разве можно перечислить все объекты и организации, на которых трудились студенческие отряды института на территории республики и страны? ССО «Юность», «Урал», «Пульсары», «Надежда», «Монолит», «Антарес», «Икар», «Радуга», «Темп». Золотыми буквами вписаны в историю движения студенческих строительных отрядов института. Возводили, рубили, кидали, копали, километры породы лопатами срыв. Не тревожась, смотрели в грядущие дали из времен стройотрядовской юной поры. Воспоминания. У памяти есть завидное свойство. Ее действующие лица не знают возраста, не подвластны времени. Да, действительно, студенческие строительные отряды – это лучшая школа и жизненный тренинг. Ветераны движения, написавшие золотыми буквами истории студенческих отрядов, и сегодня в строю. Пожалуй, со всей ответственностью они могут сказать, что такого энтузиазма, кипучей энергии, творчества, душевной открытости, дружбы и ответственности за свои слова и поступки ни до, ни после студенческих отрядов они более не встречали. Не понять молодым, видно, сдвинулось что-то, как от дури любой нас лечила работа. Пусть построили мы только самую малость, после нас на земле все же что-то осталось.